Это телеканал Якутия-24. Прямой эфир. С вами Влад Давыдов и программа «Итоги дня». Добрый вечер. Смотрите сегодня. Подготовка к зиме. Власти Якутска осмотрели объекты теплоснабжения и многоквартирные дома столицы. Как дела с котельными? Все ли идет по графику? Синдром проклятия Ундины. Невероятно редкий диагноз поставили месячной девочке из Нерюнгри. Что это и как бороться с этой болезнью? Новая техника на помощь людям. Полярные авиалинии открыли новые ангары и презентовали новые вертолеты для санавиации. В каких районах они будут работать и что это за судно первой помощи? Реформы делу не мешают. Завершены основные этапы объединения ленских автобаз. Транспортники опережают графики, как там выстроена работа. Животное с якутским характером. Как поживает в Москве среднеколымская белая медведица Умка Аяна. Ее навестили зоологи. Романтика на 202-м в Якутске. Начинается фестиваль водных фонариков. С красивого события прямое включение нашего корреспондента. В эти минуты стало известно, что обнаружили тело одного из пропавших жителей села Улуханкёль Верхоянского района. Об этом сообщил глава Улуса Гаврил Чириков. Поиски второго продолжаются районной службой чрезвычайных ситуаций и силами местных жителей. Напомним, двое мужчин пропали при невыясненных обстоятельствах, возможно, они рыбачили. В администрации района говорили, что пропажу обнаружили соседи. По всем признакам пропавших в доме уже не было несколько дней. 2 года исправительной колонии общего режима. Такой приговор вынес сегодня Якутский городской суд в отношении одной из обвиняемых в хищении экс-сотрудницы Национального художественного музея республики. Напомним, в совершении преступления подозреваются 3 экс-работника музея. Это директор по финансам, бухгалтер, сотрудник отдела кадров. О дате судебных заседаний в отношении 2 других соучастников пока неизвестно. В целом сумма ущерба составила более 40 миллионов рублей. В том числе в преступлении признали виновной бывшую сотрудницу отдела кадров музея Надежду Андросову. При назначении наказания суд учел, что у Андросовой имеются явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, отсутствие отягчающих обстоятельств. Мера пресечения изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Андросова взята под стражу в зале суда. Приговор Якутского городского суда не вступил в законную силу. Продолжаются разбирательства в истории с пострадавшими вкладчиками Татабанка. Сегодня прошла очередная встреча пострадавших с представителями Национального банка, налоговой службы и прокуратуры. Участникам разъяснили дальнейший план действий. Ранее Управлению Федеральной антимонопольной службы, прокуратуре и Госинспекции труда рекомендовали учитывать сложившуюся ситуацию как смягчающие обстоятельства при включении пострадавших предпринимателей в реестр недобросовестных поставщиков или неплательщиков заработной платы. Кроме этого, скоро депутату Госдумы Галине Данчиковой направят предложение о внесении законодательной инициативы о страховании вкладов физлиц в банках России. Выплаты, которые были предусмотрены в рамках федерального законодательства, они на сегодняшний момент уже большинство из них выплачено, да, и сейчас временная администрация готовит все документы для перевода дела в состояние банкротства. Информации много, адвокатов, юристов много, все достаточно компетентные, и за счет этого получается, что люди местами где-то даже и дезинформированы, да, и вот здесь важно, чтобы это был обеспечить вот этот первоисточник, а уже и выработать план действий, каким образом мы можем поддержать инициативную группу в защите своих интересов.
Ситуация с загрязнением реки Редерга в Алданском районе нормализовалась. Инспекторы-экологи установили, что источниками загрязнения стали новый руслоотвод реки и дренаж стоков из дамбы на золотоносном участке. В отношении компании-нарушителя приняли административные меры. В настоящее время вода в реке очистилась, добычу на участке пока приостановили. В начале августа в целях выяснения обстоятельств загрязнения реки Редерге на место происшествия с рейдовой проверкой выезжали инспекторы Алданского комитета охраны природы. В ходе осмотра был установлен факт загрязнения водного объекта реки Редерге в левой притоке реки Элькон. Возбуждено административное производство по признакам части 4 статьи 8.13 и 8.5 Кодекса административного правонарушения Российской Федерации. Отобрано проба природных средств для проведения экологической экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение, в том числе по определению ущерба, причиненного водному объекту. И очередной комплекс фото-видеофиксации нарушения правил дорожного движения появится в столице республики. Как сообщили в управлении автодорог, 6-й по счету стационарный комплекс установят на пересечении улиц Лермонтова, Саргалякское шоссе, Красильникова. Отмечается, что на этом участке нередки дорожно-транспортные происшествия. Кроме того, система имеет двойное назначение и будет способствовать раскрытию преступлений. Всего в республике действует 56 систем фото-видеофиксации. С начала года с их помощью выявили свыше 200 тысяч нарушений ПДД и выписали штрафов на общую сумму 136 миллионов рублей. Власти Магаданской области планируют проложить железную дорогу на Колыму из Якутии. Временно исполняющий обязанности губернатора этой области Сергей Носов выразил уверенность, что реализация проекта даст серьезный толчок развитию региона. Вместе с этим планы по строительству железной дороги из якутского поселка Нижний Бестях до Магадана являются еще одним стимулом для строительства моста через Лену. Завершены основные этапы объединения ленских автобаз. При этом перемены в жизни коллективов никак не сказались на выполнении главной задачи – доставки грузов в адрес компании «Алроса». Сообщается, что по общему объему перевозок автотранспортники сейчас опережают графики. Подробнее коллега Вячеслав Пилипенко. Реформы реформами, а производственные задачи никто не отменял. С таким настроем автомобилисты Алмаздортранса продолжают выполнять свою главную задачу – доставлять грузы для предприятий компании «Алроса». 7 месяцев работы позади, и уже можно рапортовать о перевыполнении плана. По оперативным данным у нас за 7 месяцев при плане 234 тысячи тонн перевезено 257. На выполнение плана повлияли у нас перевозки песчано-щебеночной смеси на Верхнемунское месторождение в помощь нам к дополнительным объемам. Работали на том переделе в июле, работаем сейчас 10 самосвалами. В номенклатуре перевозимых грузов основными позициями остаются топливо, селитра и цемент. В последнее время стали усиленно завозить горную технику на месторождение «Алроса». Груз специфичный, его нечасто встретишь на площадках Ленского отделения УМТС. По грузоперевозкам у нас основной заказчик УМТС. Централизованно все перевозки идут до подразделений через УМТС. То есть основной заказчик, основное направление грузов – это, конечно, подразделение компании. На сторонних заказчиков у нас в основном работает речной порт. По транспорту это разовые перевозки, а у речного порта программой производственной предусмотрена работа на сторону для сторонних организаций. Работа транспортников продолжается и в хорошем темпе. Летом выполнение плана зависит от реки, которая в этом году удивила высоким уровнем воды. Суда идут с полной загрузкой, а значит и автомобильному транспорту есть что перевозить. Вячеслав Пилипенко, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Архитекторы и общественность обсудили проект благоустройства набережной Романа Дмитриева в Якутске. По мнению главного архитектора столицы Ирины Алексеевой, проект должен соответствовать комплексному развитию городского общественного пространства от площади Победы до острова Малый Хатыстах с включением городского пляжа. Сейчас объявлен конкурс на лучший эскизный проект благоустройства набережной. Заявки принимают до 20 сентября. Сначала качественный проект, продумать стилистику, функционал, чем люди там будут заниматься, как ее использовать,
Точки притяжения обязательно должны быть. То есть не просто укатать все в плитку, сделать ограждение и какое-то маломальское озеленение. Нет. Необходимо сделать такие точки притяжения, как где люди могут собраться, общаться, посидеть, может быть, даже если там будут столы, сделать, перекусить, площадки, где могут их дети поиграть. Досрочно проголосовать на территории Ленского района изъявили желание работники 3 предприятий. Это Сургутнефтегаз, Тасюряхнефтегазодобыча и Газпром Трансгаз Томск. Как сообщили в Ленской территориальной избирательной комиссии, подготовка к выборам идет полным ходом. Всего 9 сентября жители Ленского района получат на руки по 5 бюллетеней, а жители Витима – 6, поскольку там будут выбирать еще и главу поселения. На этот пост претендуют 6 кандидатов. Редчайший диагноз поставили младенцу из Якутии. Центральный врожденный гиповентиляционный синдром или синдром проклятия Ундины. Этим страдают лишь около 1000 людей во всем мире. Болезнь открытая и изученная совсем недавно. Чуть раньше дети с таким диагнозом просто умирали во сне по причине необъяснимой остановки дыхания. Проклятие синдрома в этом и заключается, что анатомически совершенно здоровые младенцы начинают задыхаться именно во сне, ночью. С таким недугом впервые в Якутии столкнулась мама месячной Василисы из города Нерюнгри. Как они борются с коварной болезнью, рассказывает Анастасия Данилова. 1 на 200 тысяч. Синдром проклятия Ундины – заболевание крайне редкое. Суть в том, что ночью в любой момент может произойти нарушение дыхательной системы, и ребенок просто перестает дышать. Спустя 40 минут после рождения Василиса посинела, и у нее начался синдром апноэ – остановка дыхания во время сна. Мне сказали в Питере, что ребенок очень быстро поставлен диагноз. И то есть это очень редко, потому что для нас это 50% успеха, как говорится, потому что действительно такие детки нужно очень рано ставить диагноз, и это проблематично, так как это редкая болезнь гена. Василисе предстоит полет в Санкт-Петербург для дальнейшего лечения. 21 числа их ждут в клинике Алмазова. При транспортировке больного ребенка присутствие врача-реаниматолога и медсестры обязательно. Такое сопровождение обойдется матери в 500 тысяч рублей. А для того, чтобы ребенок мог жить, ей необходим еще и дорогостоящий аппарат для искусственной вентиляции легких. Это просто неподъемная сила, потому что мы узнали об операции. Операция делается за границей, это вживление стимулятора. К сожалению, на сегодня вакцины от гиповентиляционного синдрома попросту нет. Есть определенные методы, да, то есть дети могут на вспомогательной вентиляции вести нормальный образ жизни днем, когда бодрствуют, и необходима им вентиляция именно во время сна. А есть, конечно, еще методы за рубежом. Впрочем, найти виновника остановки дыхания смогли лишь совсем недавно. Французские ученые доказали, что синдром проклятия Ундины – генетическое заболевание, не передающееся по наследству, а развивающееся у эмбриона во время внутриутробного периода. Всего по стране с этим редким диагнозом 26 детей. Семьи поддерживают друг друга в социальных сетях, даже создали ассоциацию. Очень сложно, потому что у меня 2 детей, у меня еще здесь старший сын, ему 5 лет, он меня ждет, он очень скучает. Он звонит и говорит: мамочка, когда ты приедешь? Я понимаю, что, конечно, это такой период, мне его нужно пережить, и я беру себя в руки, потому что у меня выхода нет никакого. Мне нужно, я мать твоих детей. По словам матери, несмотря на то, что государство выделяет средства для детей с редкими заболеваниями, пока на ее вопросы ответ один – все на рассмотрении. Но времени на ожидание у мамы с дочкой нет. Диана Кравчук и ее родные начали сбор средств. Желающие внести свой вклад в лечение ребенка могут помочь по реквизитам, указанным на экранах. Анастасия Данилова, Илья Сырмятников, Якутск. Среднеколымскую белую медведицу Умку Аяну в столице страны навестили представители Московского зоопарка, зоологи и депутаты Мосгордумы. Животное сейчас находится в центре воспроизводства редких видов. Про судьбу якутской белой медведицы в сюжете нашего СОБКОРа в Москве Татьяны Черемкиной.
Напомним, в сентябре прошлого года белого медвежонка, который больше месяца бродил один и выходил к населенному пункту со стаей бродячих собак в поисках еды, обнаружили рыбаки Среднеколымского улуса Якутии. Операцию по ее спасению провели Московский зоопарк, газета «Вечерняя Москва» и столичное отделение партии «Единая Россия». Судьбу этой белой медведицы знает вся Россия. Сейчас Умка Аяна уже год находится в центре воспроизводства редких видов животных. Она заметно подросла, окрепла и превратилась в настоящую красавицу. Аянка заметно выросла, возмужала, перестала бояться людей. И проблем с пищеварением и с общением с людьми у нее нет. Но она не очень игривая, но все равно этот момент наступит. Все отмечают спокойный нрав медведицы. Говорят, что у нее настоящий северный характер. Ей подарили новые игрушки, сладости. Ее любимая еда – это рыба и мясо. А вот к фруктам и овощам она так и не привыкла. Правда, очень любит сладкое. А больше всего, как и говорится во всех русских сказках, мед. Рассказывают, что при хорошем расположении духа она даже может петь. Издает такой легкий мелодичный рык. Соседка нашей Умки Аяны, медведица Ника, она старше ее на год. Они очень хорошо между собой общаются, но пока специалисты не решаются объединять вольеры, потому что если эти серьезные дамы вдруг поссорятся, то беды не миновать. Зоологи называют нашу Умку Аяну очень аристократичной. У нее плавные движения, она практически не злится и не рычит, а самое главное, очень тщательно пережевывает пищу, что совершенно не характерно для медведей. Единая Россия, символом которой как раз и является белый медведь, постоянно следит за судьбой найденыша, старается оказывать помощь зоологам в работе по реабилитации. Но мы как шефы и как уже те люди, которые не только привезли ее с Якутии и дали ей прописку в Москве, но еще, наверное, те люди, которые стали, наверное, подшефной организацией у данной медведицы, дали ей имя. И сегодня мы у нее здесь в гостях. Мы очень благодарим нашу якутскую организацию за то, что они нам помогли обрести такой талисман. Мы им очень гордимся и всегда будем вместе с ним. Аяна еще молода, но работники Московского зоопарка уже планируют к моменту наступления половозрелости найти молодой медведице достойного партнера. Мы подыщем обязательно для нее пару и постараемся получить потомство, которое в дальнейшем уедет в другие зоопарки или останется в нашем. Ценность Аяны, как белого медведя, в том, что она из дикой природы, и потому основная ее черта – это опасливость, что, как отмечают зоологи, очень хорошо для хищного животного. Она не должна полностью доверять людям, и это скажется на ее потомстве, на будущих поколениях. Зоологи надеются, что когда-нибудь зоопарки дойдут до того, что животные будут не просто коллекцией, а они будут возвращаться в места своего природного обитания. Татьяна Черемкина, Михаил Кулаков, Москва. Сейчас пауза. 30 секунд. Оставайтесь с нами. Смотрите во второй части итогов дня. Подготовка к зиме. Власти Якутска осмотрели объекты теплоснабжения и многоквартирные дома столицы. Как дела с котельными? Все ли идет по графику? Новая техника на помощь людям. Полярные авиалинии открыли новый ангар и презентовали новые вертолеты для санавиации. В каких районах будут работать эти судна первой помощи? Романтика на 202-м. В Якутске начнется фестиваль водных фонариков с красивого события. Прямое включение нашего корреспондента в конце выпуска. Якутия-24, прямой эфир. Мы продолжаем программу «Итоги дня». Сегодня из ботанического сада Якутска украли растения, занесенные в Красную книгу. По словам заведующей сада, позднее эти растения оказались пересажены в бульваре Учителя в Якутске. Как стало известно, из охранной зоны украли 300 растений на общую сумму 90 тысяч рублей. Сотрудники ботсада поймали с поличным людей, совершавших кражу, и опознали одного из них. Также записали номер автомобиля. По словам заведующей, кража произошла из природной территории в 388 гектаров. Из-за обширного пространства территория не огорожена. Это первый массовый случай кражи из сада. Ранние случаи воровства имели штучный характер. В МВД по республике сообщили, что дело на данный момент находится в разработке. В Якутске временно перекроют движение по улице Чайковского. Об этом заявили в окружной администрации столицы. Движение транспорта ограничат по улице Чайковского от Вилюйского тракта до улицы Ильминская. Ремонтные работы начнутся 19 августа и завершатся лишь 30 сентября. В этот же день перекроют движение по улице Красильникова на пересечении с улицей Автодорожная с 7 утра до 11 часов вечера.
В отделе вневедомственной охраны Росгвардии в Якутске появилась комната для хранения оружия для граждан. Любой человек может прийти и сдать оружие, достаточно принести с собой документы. Каждая ячейка находится под сигнализацией, она также установлена и в самой комнате. В случае угрозы сигнал сразу поступает на централизованный пульт. Это единственное подобное хранилище в стране. Здесь можно хранить не только оружие, но и ценные вещи и документы. На сегодня в комнате 160 ячеек, но уже готовится еще одно помещение, в котором можно будет хранить и патроны. В случае вскрытия, значит, несанкционированного вскрытия, значит, сигнал поступает на пульт. Соответственно, и есть у нас наряды, группы задержания, которые оперативно реагируют на эти сигналы тревога. И для того, чтобы к нам сдать, значит, необходимо просто прибыть к нам в отдел, в халтурина 4/1, написать заявление. И тут уже специалисты уже расскажут уже условия и так далее. Власти Якутска провели плановый осмотр котельных и многоквартирных домов столицы. Цель – проверка работ по подготовке к отопительному сезону. Всего в городе насчитывается 81 котельная, в 5 из них проводят работы по реконструкции и строят новые объекты. Кроме того, запланирован ремонт порядка 100 котлов и капитальный ремонт 40 жилых многоквартирных домов. Репортаж Александра Зубехина. К началу сентября новая котельная «Абырал» появится в Сайсарском округе. Новая мощнее старой более чем в 2 раза. Теперь тепло будет поступать в жилой дом стройакадемии, реабилитационный центр «Абырал», детский реабилитационный центр и частично в жилой сектор микрорайона. Сейчас установлено 4 котла, установлено насосное оборудование, собран каркас, сделан нулевой цикл полностью. Собираются стеновые панели, сэндвич-панели и обвязывается технологическое оборудование. Ну, все идет по графику, в принципе, никаких больших замечаний к подрядчику нету. А на улице Кеши Алексеева Сайсарского округа строят новую высокотехнологичную котельную под названием Лермонтова-200. Эта котельная будет работать в автоматическом режиме. Режим нагрева теплоносителя будет в автоматическом режиме регулироваться в зависимости от температуры наружного воздуха. Теми процессами в котельной будут управлять из общего диспетчерского пункта, который находится в другом месте. Котельная подобного рода 13-я в Якутске. 3 котла обеспечивают мощность в 39 мегаватт. Это та мощность, которая на сегодняшний день необходима 93-му и 94-му кварталам столицы. Следующий этап – это вторая очередь. 2 котла по 13 мегаватт. Будет по мере необходимости, когда квартал будет застраиваться и тепловая нагрузка будет увеличиваться. Но это через год, 2-3, ориентировочно так. Где-то к концу августа, начало сентября мы хотим полностью поставить и закрыть контур здания. Готовятся к зиме и многоквартирные здания. В целом по республике капитальный ремонт проводят в 138 жилых домах. Из них 40 в Якутске. Из этих 40 в 29 проводится ремонт по системе теплоснабжения. 2 дома ожидает повышения энергоэффективности фасадов. В рамках энергосбережения мы видели то, что проведены работы по утеплению швов. Значит, балконы были также остекленены. Ну, здесь надо отметить то, что в комплексе и фонд, и подрядчик подошли к данному объекту, скажем так, более творчески. На подготовку к отопительному сезону предусмотрено более 900 миллионов рублей. Это средства предприятий муниципального и республиканского бюджетов, фонда капитального ремонта. Готовность жилищного фонда более 90%. Идет подготовка паспортов готовности, которые уже к началу сентября должны быть подписаны. Александр Зубехин, Георгий Григорьев, Якутск. Птицам на севере установили чипы. Ученые Института биологии изучают миграцию птиц и животных в Восточной Азии. На днях они вернулись с экспедиции. Исследования прошли в Алаиховском и Нижнеколымском районах. Во время экспедиции ученые отловили 39 птиц, в том числе 7 тундровых лебедей, 32 гуся и установили спутниковые датчики. Чипы прикрепили на шеи, лапы и спины пернатых. С помощью устройств отслеживают перемещение и миграцию этих видов. Отметим, что экспедиция прошла в рамках совместного проекта с Китайской академией наук. Мы изучаем перемещение, миграцию этих птиц, как они летят, каким маршрутом, где они останавливаются, где отдыхают, где зимуют.
где гнездятся, да, ну и любые перемещения, и как бы активность в течение суток, например, даже можно узнать. Проект будет продолжаться. Этот проект он до 2023 года. Эти работы проводятся не только на территории северных районов, да, но и здесь, в окрестностях Якутска. Вот в данное время тоже проводятся нашими коллегами. И китайские коллеги, они очень как бы заинтересованы в сотрудничестве вместе с нашим институтом. В авиакомпании «Полярные авиалинии» торжественно открыли новый современный ангар. Также компания этим летом получила на свой баланс 3 вертолета для санитарной авиации. Судна оснащены всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи в воздухе. О новом этапе в развитии этого предприятия в сюжете Ланы Ильиной. 30 лет ждали средств на строительство нового ангара. Искали инвесторов. Безуспешно. В конце концов, в 2016 году было решено строить своими силами. Наше руководство приняло решение и начать строительство. И, наконец, мы его построили. Построено это все было за счет собственных оборотных средств. И вот он построен. Современное, оснащенное по последнему слову техники сооружение. Полы покрыты полиэтаном. Размер 24 на 24 метра вмещает в себя все типы воздушных судов авиакомпании. Ангар оборудован теплоузлом, который позволяет поддерживать температуру положительную даже при минус 55. Ворота, конструкция ворот ангаров уникальная. Она есть, по-моему, только в Красноярске и у нас. В ангаре есть лебедка, с помощью которой мы будем затягивать и выкатывать воздушные суда. Ангар предприятию был просто необходим. Производить ремонт самолетов и вертолетов в условиях Крайнего Севера крайне тяжело. Вячеслав Максимов работает на участке тяжелого регламента. Условия труда до сих пор были нелегкими. Конечно, тяжело. Зимой-то в открытом воздухе при минус 50, допустим, да, вот. Надо подогреть вертолет, это долго. Время уходит. Парк полярных авиалиний этим летом существенно обновился. 3 новых вертолета санавиации поступили по федеральной программе. Итого в республике их теперь 5. Базироваться Ми-8 МТВ будут в Верхоянском, Среднеколымском, Булунском районах и в Якутске. Полностью идет искусственная вентиляция легких, мониторирование ЭКГ, полностью оказание первой помощи, которая есть. Подключается все автоматически. Даже врачам удобно, вот, внутривенное введение, растворы подогреваются, все в контейнерах есть. Даже кровь могут возить, подогревать и тут же переливать. Первое, это получается первая медицинская помощь. В следующем году планируется закупить еще вертолеты «Ансат». Они чуть меньше Ми-8 и менее затратные. Полярные авиалинии запустили рейс в Амгу. Стоимость билета – 1500 рублей. График 3 раза в неделю. Я думаю, что мы в ближайшее время сможем запустить такие рейсы в Барагонцы, в Итыкю, потому что потребность есть. Люди хотят быстро добираться до города Якутска. Более того, стоимость сопоставима со стоимостью такси автомобильного. Ангар, который будет обслуживать все 50 с лишним воздушных судов авиакомпании, начнет функционировать уже с завтрашнего дня. Лана Ильина, Павел Пахомов, Маган. У природного парка «Ленские столбы» появился свой сайт. Там доступна информация на русском, английском и французском языках. Портал разработала компания Якстар. Предоставили им канал тоже и как бы с руководством переговорили. Давайте вам не только канал организуем, да, и давайте вам сделаем еще и портал, чтобы вам было удобно как бы и для себя, и для ваших клиентов, что «Ленские столбы» — это как бы наш такой бренд. Очень много приезжих туристов, не только с нашей Якутии, а и иностранцы приезжают, чтобы им было удобно там зайти, посмотреть, как это, какие маршруты выбрать, либо сразу оплатить, забронировать. В столице Южной Якутии вручили сертификаты на приобретение жилья многодетным семьям. По словам жителей, эти меры поддержки от республики на сегодняшний день все больше мотивируют молодые семьи вносить свой вклад в улучшение демографии.
сегодняшнего дня начнется парад планет на ночном небе. Луна встретится с Марсом, Юпитером и Сатурном. По словам сотрудников Московского планетария, это произойдет буквально через час после того, как сядет Солнце. Отметим, что парад планет случится не в один день. Сегодня Луна будет близка к Юпитеру возле Сатурна. Она окажется 21 августа и, наконец, 23 августа настанет очередь Марса поздороваться с естественным спутником Земли. Самый романтичный фестиваль страны добрался до Якутска. Жители и гости столицы в эти минуты готовятся загадывать заветные желания на пляже 202-го микрорайона. Там начинается фестиваль водных фонариков. Одновременно собираются спустить на воду сотни светящихся конструкций, внутри которых будут гореть свечи. На месте красивого события сейчас находится наш корреспондент Анастасия Кобызева. Она на прямой связи со студией. Анастасия, добрый вечер. Тебе слово. Здравствуйте, Влад. Буквально через несколько минут сотни жителей нашей столицы спустят на воду фонарики. Фонарики можно приобрести на входе в пляж. Они двух видов. Это красивый лотос для женщин и квадрат для мужчин. Помимо спуска на воду фонарей, здесь проходит концерт живой музыки. Здесь хорошо всем, от мала до велика. Например, для детей тут проводится специальная программа. Они играют, получают призы. И самое главное, что по окончании фестиваля организаторы этого шоу уберут все фонари, чтобы не нанести вред экологии города. Влад? Спасибо. На прямой связи со студией была наш корреспондент Анастасия Кобызева с романтичного фестиваля водных фонариков. На этом мы завершаем. Это были итоги дня. Хороших вам выходных. Будьте в курсе. До встречи.